Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елизавета, и я нахожусь у самого начала путешествий. Каждый турист, находясь на особо охраняемой природной территории, обязан обратиться в визит-центр. Это визит-центр национального парка Смольный. Для чего создан визит-центр? Здесь вам расскажут о территории, экологических тропах, музеях. Также проведут инструктаж и дадут полезную информацию о сохранении окружающей среды. Подробнее про это огромное здание вам будет рассказывать Максим в следующем ролике, а мы отправляемся на тропу «Лесное дело». Вот она, новенькая тропа «Лесное дело». Многие говорят, что любят природу. Любовь проявляется в делах, а человек оставался тысячелетиями главной угрозой для природы. И эта тропа нам расскажет, для чего же был создан национальный парк Смольный. Пойдемте знакомиться. Здесь можно познакомиться с дикой природой, надежно защищенной от влияния человека. В Мордовском заповеднике и на отдельных эталонных участках нацпарка туризм ограничен. А увидеть плоды наших трудов можно на туристических открытых кластерах. Здесь мы с вами познакомились и продолжаем знакомиться дальше. Пойдемте. Вся тропа проходит в сосновом бору. Именно здесь можно встретить столетние сосны. 7 марта 1995 года основан национальный парк Смольный. Именно тогда мы взяли под крыло израненный вырубками и пожарами лес. Спустя десятилетия работы нам почти удалось вернуть ему первоначальный вид. Какие же вообще леса есть здесь у нас на этой территории? Это болото, луга, сосняки, еловый лес, березовый лес. Вообще очень лес разнообразный. Вам придется сюда приехать и посмотреть самим. А дальше я вам расскажу про символы национального парка и Мордовского заповедника. Пойдемте. Заповедная Мордовия делится на две территории. Национальный парк Смольный, где сейчас мы находимся, и Мордовский заповедник. А это значит, что у каждой территории есть свой символ. У Мордовского заповедника это рысь. Скорее всего, вам кто-то рассказывал про нее, возможно. Она является самой большой кошкой в республике. И есть глухарь. Он живой символ национального парка Смольный. Это типичный представитель сосновых лесов. Дальше мы, кстати, познакомимся с вами именно с лесами, для чего они нам нужны и зачем нам их оберегать. Для чего же нужно защищать лес? Лес может стать защитником от природных катаклизмов для нас. От сильного снегопада, от сильнейшего ветра и даже от ливня. Находясь в старовозрастном лесу, скорее всего, вам не будет холодно, либо очень жарко, либо очень мокро. Этим и прекрасны леса. А сейчас я вам расскажу несколько интересных фактов про деревья. 120 килограмм кислорода вырабатывает дерево. Этого хватит на 10 дней одному человеку. Также 50 лет нужно, чтобы вырастить одну взрослую сосну. И 300 тысяч лет назад древние люди сделали первое орудие сосны. А дальше мы познакомимся с вами с лесной стражей. Пойдемте скорее смотреть. Первые профессионалы лесной охраны появились в 1830-х годах. При императоре Николае I открываются специальные лесные учебные заведения. Лесничими могли быть одновременно армейские офицеры, ученые или даже чиновники. Скорее всего, вы часто встречаете в лесах, либо в Мордовском заповеднике, либо в национальном парке Смольный упавшие деревья, которые не убирают. Этого делать нельзя на этих территориях, потому что это становится новым домом для насекомых. Убирается только тот кусок, который преграждает дорогу. Таким образом мы сохраняем как растительный, так и животный мир. По вине человека происходит 90% лесных пожаров, но остальные природные явления, которые невозможно победить, нужно изучать. Следует помнить, что в пожароопасный период не стоит разжигать костры в неположенном месте. Знакомство и путешествие по лесной тропе «Лесное дело» закончилось.
Но на этом не все. Большой грех будет, если вы окажетесь на незнакомой территории и не посетите прекрасный музей природы. Скорее пойдем знакомиться и смотреть с животным и растительным миром. В музее природы можно увидеть зверей и птиц, рыб и амфибий, рептилий и насекомых, обитающих на территории Национального парка Смольный в Республике Мордовия. Также интересно оформлены и витрины окаменелостей, среди которых значительную часть занимают палеонтологические останки ископаемых животных. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь, а мой коллега Максим продолжит рассказ о интересных местах национального парка. До новых встреч!